Добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире, и это спортивный телепроект «Передача». С вами в ближайший час Батрас Илаев и Кристина Кукаева. Здравствуйте. Главной темой прошедшей недели, несомненно, стало проведение международного турнира по вольной борьбе «Аланы». Давайте сразу к делу. Наш коллега Георгий Гасиев подготовил специальный материал. Начало борцовского сезона положено. Несмотря на конец календарного года, предолимпийский год начался именно сейчас, с турнира «Аланы». Все победители финальных схваток получили право выступить в Гран-при Ивана Ярыгина. Любители борьбы, которые пришли в манеж, испытывали смешанные чувства. Из 10 финалов в 4 принимали участие борцы из Осетии. В 3 мы победили, и, казалось бы, результат вполне хороший. Давайте вспомним, сколько у нас медалей. 3 золота, 1 серебряная медаль и 6 бронзовых наград. Я думаю, что любой тренер может гордиться таким результатом, но в душе я планировал больше. Озвучил 3 золотые медали, а в душе думал, что могут 5. То есть практически могли 5 золота принести. И я очень доволен и надеюсь, что в следующем году мы улучшим свой урожай. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то уверенности в прогрессе Остинской школы борьбы совсем нет. На сегодняшний день в Остинской сборной нет борцов в весовой категории 57 и 61 килограммов, которые смогли бы конкурировать на самом высшем уровне. Но зато на турнире «Аланы» мы могли наблюдать за Абазгаджи Магомедовым. Это новое имя, которое созрело для больших побед. И этот борец способен создать большие сложности Зауру Угуеву, который является номером 1 в российской сборной. Вывеской турнира был финал в 70 килограмм, где чемпион мира 2016 года Магомед Курбаналиев встречался с Давидом Баевым. Напряжение с самых первых секунд повисло в воздухе. Первым выпад делает Баев и ведет в счете 2-0. На этом Давид не остановился и продолжил развивать свой успех. После перерыва Курбаналиев принялся отыгрывать отставание и за 40 секунд до конца сравнивает счет. По последнему действию борец из Хасавюрта имеет преимущество, но остинского атлета гонит в атаку 3000 зрителей, и Баев отдает дань публике. Стены манежа с трудом сдерживают радостный рев болельщиков. Эмоции невероятные, очень приятно в родном зале, в родных стенах побеждать. В последнее время это получается, бывает очень приятно. Все так болели, все поддерживали, все чувствовалось. Я всем огромное спасибо говорю. Своей победой Баев как следует разогрел любителей борьбы. К сожалению, Ацамас Санакоев не смог поддержать градус. Его соперником был Гаджи Набиев, который днем ранее выбил из турнира нашего фаворита Алана Засеева. Ацамас Санакоев, в свою очередь, проиграл финал крупно, но счет на табло не отображал истину. В весовой категории 86 килограммов Владислав Валиев в финале встречался с Магомед-Шариф Биякаевым. Валиев с помощью активных действий смог обеспечить себе преимущество к перерыву. Во втором периоде борец из Осетии гроссмейстерски отбивал все атаки Биякаева и получил путевку в Красноярск на турнир Ярыгина. Через 20 минут на ковер опять приглашают Владислава, на сей раз Байцаева. Его соперником был Шамиль Мусаев. Если до финала подопечный Цезаря Тибилова добрался, побеждая с минимальным счетом, то в финале Байцаев выложился на все 100. Счет встречи 10-4. Из всех остинских борцов Владислав показывает наиболее стабильные результаты, и проигрывает он только Абдулрашид Садулаеву. Подводя итоги турнира, можно сказать, что результат, показанный нашими борцами, приемлемый. Но в будущее смотреть с оптимизмом мы совсем не можем. На это есть целый ряд причин. Основная проблема заключается в том, что у нас совсем нет лидеров в команде. И как бы не хотелось себе в этом признаваться, но хасавюртовский конвейер по выпуску качественных борцов работает лучше остинского.
Качество борьбы снижается, борцы перестали проводить красивые и зрелищные приемы. Вольная борьба превращается в сумо. Спортсмены стараются только вытолкать своего оппонента за ковер или свалить в партер. Но, естественно, хочется, как всегда, лучше. Ну, пока мы довольны, но только что мы сейчас с главой общались. Он меня спрашивает, почему у нас спад борьбы идет. Я думаю, наверное, недостаточно работаем над этим. Есть ошибки, которые надо исправлять. Но почему-то все это затягивается. Нету лидеров сегодня у нас. Нету ребят, которые бы вышли и показали зрелищную, интересную, красивую борьбу. Нашу астинскую школу. К сожалению, сегодня есть вопросы. И срочно надо ими заниматься. Следующий год предолимпийский. Для того, чтобы он принес положительные эмоции, нужно начать работать уже сейчас. Разбудить Соболова с Найфоновым и вылечить Рамонова и подготовить борцов с прицелом на Олимпийские игры. Георгий Гасиев и Игорь Икаев специально для передачи. Главные герои турнира, наши чемпионы, сегодня у нас в гостях. Чемпион Европы по вольной борьбе, победитель турнира «Аланы» Владислав Бойцаев и мастер спорта международного класса, победитель турнира «Аланы» Давид Баев. Также чемпион Европы, бронзовый призер турнира «Аланы» Сослан Кцоев и тренер сборной Республики Северная Осетия-Алания по вольной борьбе Георгий Шанаев. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер. Ну, в первую очередь, поздравляем с успешным выступлением. Мы все боролись. Ну, боролись не мы, но болели и переживали уж точно. Спасибо. Спасибо. Получилось ли все, что хотели? Наверное, Георгий, к вам вопрос первый. Ну да, тренерский штаб оценивает положительное выступление нашей команды. 3 золотые медали, 1 серебро и 6 бронз. Медальный план был 3 золотые медали, мы выполнили. Наша команда выступила положительно. Оцениваем так. Ну, Хетак сказал, что аппетит приходит во время еды. Каких медалей, вы считаете, мы не досчитались? Ну, не досчитались мы медалей, конечно. У нас прошлогодний чемпион весовой категории 57 килограмм Азамат Тускаев турнира «Аланы». Мы на него рассчитывали. Он высококлассный борец. Надеялись, что завоюет золотую медаль, но он не реализовал себя. Не показал свой класс, выбыл из борьбы за медали. Весовая категория 65, у нас один из лидеров, опытный парень, Алан Гугаев. Мы надеялись, что он выиграет этот турнир. По турнирной сетке его, можно сказать, сложные схватки были. 3 поединка он выиграл и полуфинал. Чуть-чуть подошел уставшим, недооценил, может, соперника и не проиграл. Хватило сил. Наверное, да, чуть-чуть подустал и занял бронзовую медаль. И, конечно, вес 74 килограмма. Наши лидеры, опытные ребята, это Хетак Цабулов, Кахабер Хубешта. Этот вес мы рассчитывали, что заберем. По ряду причин что-то пошло не так, и уступили. Кахабер занял бронзовую медаль, Хетак тактически, видимо, неправильно поставил схватку, вел всю схватку и в конце уступил. В конце ушел в защиту, видимо, да, просто. Может быть, надо было атаковать неправильно начал, да, поздно. То есть рано слишком начал защищаться, мог, наверное, закрепиться и спокойно обыграть. Одна из самых зрелищных схваток, ну, это твоя, Давид. На последних секундах, буквально за 3-4 секунды, ты вырываешь все-таки победу. Какие мысли в этот момент были вообще? На последних прям секундах? На последних. Ну, когда, например, только 2 балла взял, после которых инициатива пришла на его сторону, я как-то спокоен был. Чувствовал в себе как духовно, так и физически силу, что смогу отыграться. Но когда 10 секунд осталось, уже какая-то тревога у меня была. И 3-3 счет, да? И понятно, что надо что-то делать. Тревога и какая-то злость. Думал, как так? Неужели проиграл? И как-то получилось эту злость выплеснуть, наверное, в нужную сторону. И получилось выиграть. А так мысли, не знаю, даже тот прием, который я сделал, это как-то машинально было. На тренировках я его отрабатываю, и говорят же, если мышечная память, это, наверное, вот это было, и
Потом я даже после схватки где-то минут 10, наверное, не мог вспомнить, что за прием я сделал. Мне потом только сказали, и тогда я понял. На автопилоте почти да. действовали. Секундантов своих слышал? Нет, если честно. Такой гул там был. Все очень поддерживали меня. Это мне очень помогало. Понял, когда мое имя даже скандировали, это очень сильно было. Ну, то есть атмосфера на тебя не давит, когда вот такая ответственность? Нет, мне это наоборот помогает, меня это вдохновляет даже как-то. Я очень люблю в манеже бороться, в родных стенах. Мне это помогает очень. Успел уже свою схватку пересмотреть? Ну, конечно, я уже раз 10, наверное, пересмотрел. По пятибалльной шкале сколько поставишь? Вот кадры, кстати, сейчас наши режиссеры показывают, мы тоже видим все, что происходило. Ну, вот этот момент, мне кажется, что уже Курбаналиев тянул время максимально, да, старался как-то себе дать немножко времени, чтобы набраться сил. Ну, возможно. Либо я ошибаюсь. Правильно, правильно. Ну, а тоже не такой прям свеженький был. Я думал, пусть отдыхает, я тоже отдохну. Таких прям мыслей не было. Так, схватку, конечно, можно было не дать там пару моментов ему. Ну, все хорошо, что тоже хорошо неплохо. заканчивается. На тренировках я тоже тяжело с ним всегда бывает, так что здесь даже лучше, чем на тренировке. Кстати, я помню, Кристин, вот после этого боя мы общались также с главой республики, спросили, какой бой, какая схватка запомнилась ему больше всего. Вот как раз отметил. Ну, не зря же получил приз за волю к победе, насколько я знаю, правильно? Да, это приятно. Какие эмоции от этой медали и от основной медали? Не медали, а награды, приза. Ну, за волю к победе там кубок давали. Очень красивый. Я такой на 4 столбах. Ну, мне очень понравилось. Я помню, в детстве прям мечтал о таком кубке. И вот мне его вручили. Поздравляю. Это было очень приятно. Еще одна интереснейшая схватка. Владислав Бойцаев, который победил, причем сделал это гораздо увереннее. В том плане, что у тебя были до этого соперники, с которыми было, может быть, даже тяжелее, чем в финале, нет? Да, как бы во время соревнований набрал форму, и финал уже получился чуть полегче. Ну, все равно в финале устал тоже. Просто как-то, может, чуть больше повезло тоже. Молодой парень, очень напористый соперник был. Ты встречался с ним раньше, с Мусаевым? Нет. Вот первый раз встретился. Но я знал, что он неплохой, он победитель первенства мира. Обычно такие хорошие ребята бывают. Да, ну вот встретились победитель первенства мира и чемпион Европы. Ну и все-таки, видимо, на статусе, как на классе. Да, может быть. А вот он все время даже, когда ты его очередной раз умудрялся схватить за ногу, он показывал свою беспомощность. Были моменты, когда он разводил руки и показывал, я не знаю, что с ним делать. А так, не обращал на это внимания, старался больше баллов брать, пока силы были. Так, не совсем прям в хорошей форме нахожусь сейчас. И старался побыстрее баллы набрать, чтобы потом удерживать чуть тактически. Можно сказать, ты его слабое место нашел, насколько я могла, как обыватель, смотреть эту схватку. Наверное. Его ноги, можно сказать, слабое место. Обычно со всеми так борюсь, так целенаправленно не думал об этом. В осетинском интернете появилось видео. Ну вот инцидент, все-таки я о нем хочу сказать. Неприятный, конечно, но он был, и люди недоумевают, как такое возможно. У чемпиона Европы украли личные вещи. Украли сумку с курткой, с личными вещами. Не нашлась еще до сих пор? Нет, не нашлась. Я до сих пор очень сильно надеюсь на это, что, может, одумаются, хотя бы паспорт с кредитками, может, вернут. Потому что сейчас тяжело будет это все возвращать, ну, как бы восстанавливать. Ну, за вещи я уже не говорю, наверное, точно не вернут. Ребят, ну мы обращаемся ко всем, ну, кто что-нибудь знает, ну, верните вещи человеку, ну, некрасиво. Носить нечего. Да, вообще. Ну и Сослан. Что не получилось, Сослан? Все-таки бронза – это удачный или неудачный результат вот конкретно на данный момент времени? Ну, в целом, наверное, неудачный, потому что этот турнир был отбором на Ерегинский турнир, и туда попадал только чемпион этого турнира. А в целом, наверное, удачный, потому что я давно не боролся в родных стенах, это непередаваемые ощущения.
давно забыл, что это такое. Это был настоящий праздник, конечно, и как для болельщиков, так и для нас, для спортсменов. Еще такие у нас соревновательные программы, что мы не успели подготовиться. Сейчас основной сбор будет на Ярыгинский турнир, и команда не в форме. Поэтому круглый год ребята не могут находиться в форме. И вот что получилось, то получилось. Ну, то есть не совсем недостаточная подготовка, как да. Угу. Георгий, тогда вопрос к вам. Вот есть у нас победители, которые 100% поедут на Ярыгинский турнир. Да. А что будет с другими? Как им пробиваться на этот, я так понимаю, очень важный турнир? На турнир Ярыгина будут выступать участники чемпионата мира. Это мы все прекрасно знаем. Сидаков. Да, Сидаков, Цакулов. Победители турнира Аланы. И еще этап отбора будет в Красноярске в середине января. Турнир Миндиашвили. Тоже победители будут участвовать на Ярыгина. То есть от сборной России в каждой весовой категории будет участвовать 3 спортсмена. Участник чемпионата мира, победитель турнира Аланы и победитель турнира Миндиашвили. То есть есть еще шанс у наших ребят? Вот те ребята, которые не добрали, как мы говорим, золото, постараемся добрать на турнире Миндиашвили и выступить как можно лучше на этапе отбора на чемпионат Европы на турнире Ярыгина. Сейчас нам самое время переключиться на рекламу, и пока мы будем находиться в этой студии, мы сделаем фотографии наших гостей. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Эта фотография у нас пойдет в наш аккаунт в Инстаграме, передача _ Ристон. Под ней можно оставлять вопросы. Самые интересные мы озвучим в эфире. Ну а сейчас реклама. Мы снова в студии. Напоминаем, что у нас в гостях сегодня Владислав Бойцаев, Давид Баев, Суслан Кцоев и Георгий Шанаев. Ну что ж, ребят, мы продолжаем нашу беседу. В Инстаграм мы разместили фотографию. Сейчас ждем, когда посыпятся первые комментарии. Ну и вопросы наши самые каверзные, да, наверное? Потому что когда борцы у нас бывают, почему-то они, наверное, думают, что мы такие вот каверзные вопросы задаем. Это так? Троллим? Да нет, я бы не сказал. Георгий, что дальше после Ярыгинского турнира, если все пройдет так, как полагается? Чемпионат Европы. Да, ну так как следующий год предолимпийский, я уже вот, пытаюсь как-то в будущее пытаться взглянуть, что мы можем увидеть через год. Через год чемпионат Европы покажет нам, кто закрепит себя в сборной России, кто победит чемпионат Европы, и оттуда будет уже у сборной России, тренерского штаба определяться команда на чемпионат мира 2019 год. Уже вот этот чемпионат мира, наверное, и покажет сборную, которая будет выступать в 2020 году на Олимпийских играх. Раз мы заговорили об Олимпийских играх, вопрос к Давиду. Давид, ты определился со своей весовой категорией, олимпийской весовой категорией? Потому что, насколько я знаю, твоя весовая сегодня не олимпийский вид. Ну, я еще, если честно, не определился с этим. У меня сейчас задача в 70 килограммов на чемпионат Европы попасть. И уже после этого, дай бог, если стану чемпионом Европы, может будет уже легче решить. И уже с тренером решу подниматься или, не знаю, может, какую-нибудь диету, что-нибудь придумаю и спущусь. На твой взгляд, что легче тебе будет? Легче? Там легкого пути нет, я думаю. Либо много кушать, либо не кушать? Да. Либо много кушать и с соперниками тем, что посильнее, или почти не кушать, и там, может, чуть полегче будет бороться. Главное, в обморок не падать. Ну, это тоже они не будут застрахованы. Сегодня, на самом деле, я хочу отметить еще
одну новость. Наш известный земляк Хаджимурат Гацалов отмечает сегодня свой день рождения. Я думаю, было бы правильно поздравить его сегодня. Поэтому наша редакция от всей души искренне поздравляет Хаджимурата с днем рождения, желает всего самого наилучшего, желает удачи, успехов на любом поприще и в любых делах, которыми бы он занимался. Да. И поэтому, ребят, сегодня есть возможность прямо в прямом эфире на камеру тоже что-нибудь пожелать. Если есть желание, конечно. Пожелаем Хаджимурату всего самого наилучшего, в первую очередь. Он планирует выступать, продолжать свою карьеру. И пожелаем ему больших спортивных результатов. Я тоже хотела бы добавить большого счастья и только добра на пути. Без добра сегодня никуда. Я тоже желаю, да? Если хотите. Я ему тоже желаю только всего самого хорошего. Он достойный старший. Он всегда нам подсказывает, всегда дает совет. И я ему желаю только добра, семейного благополучия и успехов, так как он планирует возвращаться. Успехов. Тоже присоединяюсь к этим поздравлениям. Здоровья ему. Он хороший человек. И удачи в будущем. Хочу, в свою очередь, пожелать ему здоровья, успехов во всех его начинаниях, семейного благополучия. Будь здоров. Раз мы заговорили о его возможном возвращении, насколько это реально и целесообразно, на ваш взгляд, Георгий? Ну, Хаджимурат — это легенда вольной борьбы. Абсолютно согласен. Да, и я думаю, конечно, целесообразно. Несмотря на возраст? Несмотря на возраст, я думаю, он составит любому конкуренцию. Кристина, честно, мне кажется, недооцениваешь. Хаджимурат даже и в 40 лет будет. Да. Вот ты же любительница футбола. Ты же знаешь, вот Буфон, что вытворяет на поле, да? Знаю. Но я знаю, что вытворяет, например, Филимонов. Ну, не сравнивай. Вот Гацалов — это буфонище. Да, а Филимонов... Ну, тут таких... Филимонов, да. В Инстаграме появились у нас вопросы, и я хочу их озвучить. Сабина Макиева, пользователь, спрашивает, какие основные качества цените в людях? Конкретно не адресует вопрос. Ко всем, значит. Да, наверное, ко всем. Так, с меня начнем, да? Да, ты первый. Ну, я думаю, в первую очередь, порядочность ценю, доброту и воспитанность человека. Это главные качества. Да, чтобы он честный был, не обманывал, не воровал. Воспитание тоже очень важно. Воспитывайте своих детей. Или хотя бы возвращал, да, то, что... Забраскаивался. Да. Хотя бы. Так что так. Честность, доброту, наверное. Порядочность в первую очередь, уважение к старшим, доброту. У нас под псевдонимом Кударка задает вопрос нашим спортсменам. Хотите ли в будущем стать тренером? Ну, я не знаю. Я пока хочу стать чемпионом. Потом посмотрим. Ну, например, главным тренером какой-нибудь сборной я бы не отказался быть. А так, чтобы лично с детьми работать, это очень тяжело, и это призвание такое должно быть. То есть тренером сборной работать легче? И заново учить не надо. Другой. Ну, это другое. Там уже, они уже готовы, можно сказать, чемпионы, их с ними чуть полегче бывает. Там надо, а личный тренер, он прям и в воспитании участвует, и ставит борьбу, и как спортсмена, как человека наставляет его по жизни. Но я себя в такой роли не вижу. Честно говоря, тоже не хотел бы тренером работать, это очень тяжело. Наверное, никаких нервов не хватит, чтобы за детьми там следить или сидеть в секундантах у своего ученика. Это вообще очень тяжело. Так что, в будущем посмотрим, но пока не планируем.
Я тоже считаю это очень тяжелой работой, потому что быть тренером, это у человека должно быть в душе, наверное. Потому что мало знать просто спорт, чтобы показать там какие-то приемы. Нужно быть и философом, и психологом, и полностью знать человека изнутри, насквозь его видеть, чтобы довести человека до каких-то вершин. Вот интересный вопрос, я обязательно хочу его еще озвучить. Какие изменения ждете от нового министра спорта? Всегда были борцы, а теперь футболист. Спрашивает Феликс 3 пятерки. Кто ответит? Изменения. Главное, чтобы хуже не стало. Обычно у нас так бывает. Что-то новое и хуже становится. Надеемся, чтобы все лучше, да. Лучше все становилось, не знаю. Несколько людей прям тут спрашивают, сумку нашел. Но мы уже в самом начале программы говорили, что пока нет. Даже обратились к ребятам. Ну, вдруг кто-то что-то знает. Почему в турнире не было женской борьбы? Ведь у нас уже есть призеры страны. Ну, к организаторам, да, навязывают? Да, к организаторам. А предвидится? Ничего, пока нету никакой информации. Ну, что ж, я думаю, мы ребят благодарим. Помучили вопросами, да. Они достойно справились. Мы хотим сказать вам огромное спасибо. В первую очередь за то, что вы делаете для нашей республики. Вы прославляете ее и на международных аренах в том числе. Вы показали зрелищную, яркую борьбу здесь, в нашей республике. Это был действительно праздник спорта. Спасибо за все, и мы за вас болеем. Вам тоже спасибо. Спасибо тренерам. И дай Бог, чтобы это были самые маленькие победы на большой вашей спортивной жизни. Спасибо большое. Спасибо. Вам Десятин, тоже. каждую неделю ты радуешь не только меня своим присутствием, но и представителей различных видов спорта, пробуя свои силы в качестве спортсменки. Где ты была на этот раз? В этот раз я играла в боулинг. Не поверишь, но играла. Мне иногда, правда, кажется, что я уже надоедаю всем. Хорошо тебе. Слушай, боулинг, футбол, теннис, хоккей. Возьми хотя бы один раз меня с собой. Ну так, для приличия. Ну, во-первых, не завидуй. А во-вторых, я тебя сколько раз звала, ты не идешь. Ну ладно, давай посмотрим то, как ты была на боулинге. Рубрика «Опробовано». Внимание на экран. Всем привет! С вами рубрика «Опробовано» и я, Кристина Кокаева. Для многих боулинг – это развлечение и повод весело и хорошо провести время. Но мало кто знает, что это еще и вид спорта. Сегодня мы постараемся разобраться во всех его нюансах. Ну что, поехали? Что же такое боулинг? Известно, что он произошел от игры в кегли или кегельбан. Наиболее популярным является 10-кегельный боулинг, и сегодня это самый настоящий вид спорта. Соблюдение правил игры контролируется Международной федерацией боулинга. От любительского боулинга отличается профессиональным тем, что на дорожках, когда выходят спортсмены и любители, спортсмены обычно пропускают игрока, кто уже вышел. Они никогда не пойдут одновременно выполнять бросок. Они как более тактично сперва один выполняет, потом другой выполняет. Также у каждого спортсмена есть свои шары, набор разных шаров. Они отличаются не только сверлением под свою руку, но и они отличаются поверхностью шара. Есть более такие грубые поверхности, есть более гладкие. Это все сказывается на результате игры. Партия в боулинге состоит из 10 фреймов. Во фрейме может быть 1 или 2 броска. Если вы выбили все кегли сразу, то есть совершили страйк, то есть сыграли лучше, чем я, то у вас, соответственно, 1 бросок. Если же вам с первой попытки не удалось, то получается, что у вас 2 броска. Что, поехали дальше.
Дорожки в боулинге должны быть просто идеально ровными. Кроме того, их обрабатывают специальным маслом, поэтому наступать на них совсем не рекомендуется. Ты можешь поскользнуться и упасть. А во время игры важно помнить не только о точности, но учитывать скольжение и скорость дорожки. На самом деле покрытие дорожки играет важную роль. Перед каждым турниром наносится определенный вид масла, и делается это с определенным хитрым рисунком. Спортсменам нужно бывает подстроиться к этой дорожке и показать, на что они способны в подобных условиях. Мое же обучение началось с самого простого, с выбора шара. В первую очередь нам необходимо подобрать шар, которым мы будем играть. Для этого мы исходим от того, что засовываем 2 пальца и большой, и проверяем его на выпуске, чтобы он не застревал. Я вам советую начать с 8, либо с 9. Давайте с 8. И сбросим, проверим. Подходит. Раз уж речь зашла о шарах для боулинга, то стоит отметить, что профессиональные шары и те, которыми мы обычно играем, когда отдыхаем, отличаются и довольно-таки сильно. Вот он шар отличается от наш прокатный шар от шара, который играют спортсмены. Во-первых, это расстояние между большим пальцем и 2. Здесь более большое расстояние для того, чтобы он мог выходить и можно было ему задавать ось вращения. И также точно угол под палец и большой, и это дает комфорт в руке. И если играть в течение 3-4 часов подряд, рука меньше устает, и, естественно, человек может больше сконцентрироваться на своей игре. Движения в боулинге кажутся простыми, но на деле появляется столько нюансов, что оказывается, что я абсолютно ничего не умею. Вот есть такое мах, бросок. И тогда тебе очень легко это сделать, привыкнуть к телу, что рука ходит ровно в одной линии. Делаем мах и бросок. Когда я играла для удовольствия, не думая о своей технике, у меня получалось лучше, я даже чаще попадала. А сейчас, когда я думаю, как правильно подойти к мячу, как правильно завести руку, что надо потом сделать вот так, я попадаю куда угодно, только не в кегли. Боулинг как спорт набирает популярность по всему миру. Вот и Осетия не осталась в стороне. У нас есть своя сборная, свои мастера спорта и кандидаты в мастера. И уже сейчас нам доверяют проведение соревнований российского уровня. Не знаю, получится у меня стать мастером спорта по боулингу или нет, но надеюсь, хотя бы до уровня любителя я дотяну. Только чуть руки подкачаю, глазомер откорректирую. Что ж, это было как минимум интересно, а как максимум ждите снова в гости. Боулинг опробовано специально для передач. Ну а теперь наша рубрика «Из котлеты в атлеты». Помните, как Суслан Плиев осваивал азы бокса, готовясь к финальному спаррингу? Так вот, мы бы были не мы, если бы не решили поменять правила игры. Это станет сюрпризом для всех зрителей, тем более участников. Мы включаем в рубрику нового участника. Известный в республике ведущий, шоумен и просто красавчик Евгений Абаев. Именно он в финале встретится с СОСом на боксерском ринге. Жень, приветствую. Привет. Ну что, как дела? Дела? Как у боксера дела перед серьезным... То есть уже боксер? Конечно, уже все серьезно? Я всегда серьезно подхожу. Я сначала серьезно подходил к тому, чтобы стать хорошей котлетой, практически совершенной. Теперь, раз надо переквалифицироваться в атлеты... Стать хорошим атлетом. Да. Я не знаю, хватит ли времени. Ну, вот мышцы, я знаю, что... как, извини, что я тебя перебиваю, побаливают? Да. По тебе не видно. Ну, у меня и лицо просто побаливает, поэтому не могу шевелить ничем, да. Давай раскроем секрет. Где занимаешься, у кого и уже сколько? Я пришел вчера, первый день, к уважаемому мною Виталию Константиновичу Сланову в зал «Ариана». Там было очень много ребят, которые с дикими криками били по грушам. Я сразу захотел уйти. Груша, надеюсь, не ты? Нет, пока нет. Я сразу захотел уйти, но потом
Не знаю, что-то проснулось во мне. Видимо, вот та самая боксерская жилка, которая спала всю жизнь, все предыдущие 40 лет. Она проснулась и сказала: нет, ты должен, чувак. Ну и вот я остался. У Соса Плиева ведь тоже жилка проснулась. Сейчас попрошу наших режиссеров на плазме показать кадры с его тренировок. Давай потом поговорим о тебе. Ну, просто так вот, фоном включить. Занимается он довольно серьезно, скажем так. Занимается уже не первую неделю, тоже под руководством Виталия Константиновича. Но Виталий Константинович дал и тебе, и ему разных тренеров. Да, так и есть. Кто твой тренер? Зовут его Амиран. Человек очень опытный. Знаешь, есть такая поговорка: бойтесь старого человека в том деле, где люди умирают молодыми. Там пожилой человек, который все знает, он очень быстро понял мои возможности, мои какие-то навыки, которые существовали до этих тренировок. Ну, первая тренировка, говорить пока не о чем. Конечно же, я прямо вот идеальная котлета пока что. Все хорошо. Ну, Сос говорит, его трогать даже не надо. Ему дать вот эти 3 минуты отбоксировать, он сам упадет. Как мне сказал один человек, ему и 3 минуты давать не надо. Достаточно 20 секунд, и в этом моя надежда на победу. Вы с Сосом дружите, я знаю. Ну, есть такое, да. Вот как тебе такое, что в конце вот нашей рубрики вы должны будете такой настоящий бокс продемонстрировать, выйти друг против друга в ринг? Нас с Сосом связывает столько всяких разных жизненных ситуаций, что, порывшись, можно найти и то, за что стоит вызвать его на поединок и набить. Ну ладно, не буду делать. Подожди, а давай сегодня действительно вызовем Соса на поединок прямо сейчас, прямо в прямом эфире. Он не знал, что ты будешь здесь, что сейчас ему последует вызов. Он сейчас вообще давай не здесь. Сделаем. Ему до этого последовал вызов в Оман, и ему сейчас лучше, чем нам с вами. Однозначно, да. Я готов, да. Бросаешь ему перчатку? У меня нет перчатки, у меня есть мяч. Давай вот прям в камеру, которая тебя снимает. А перчатку? Да брось мяч. Вот одень кепку Мурата Гасиева и брось ему мяч. Смело. Хорошо. Я похож на Мурата? Прям копия. Сослан, я вспомнил, как в 97 году в зале физмата ты выстрелил в меня из газового пистолета. Ты, конечно, не попал, но я пронес эту обиду через всю жизнь и вызываю тебя на боксерский поединок. Надеюсь, ты не струсишь. Бросай. Как это было мощно. Ну, я такой, чтобы видос ему можно было отправить, и чтобы он, может быть, остался в Омане. Ну, потом нарезку сделаем, отправим по WhatsApp. Да, я снимаю кепку Мурата Гасиева. Я не заслужил еще. Ну, по секрету скажу. Виталий Константинович прислал мне вчера видео с твоими занятиями. Да, он сказал, что у тебя неплохо поставлен удар. Чем-то ты занимался, да, раньше? Ну, когда-то давно я занимался карате у Алана Савхалова. Здравствуйте, коллега. Да, тоже карате. Здравствуйте. Да. Вот, и... Честно говоря, никаких особых успехов я как каратист не добился, но оказалось, что все пришло в какой-то... добился определенного автоматизма в некоторых вещах. Теперь мне приходится переучиваться, потому что... Ну вот, насколько мне сложно было всегда переучиваться в боксу, потому что я дружу там с чемпионкой Олимпиады по боксу, в карате прямые удары. Насколько дружба предполагает, сложно. да, что надо переучиваться с боксером? Ну, я пыталась просто, да. Если не переучиваться, опасно. Я понял, да. На всякий случай надо быть Да, насколько сложно. Для меня это очень сложно, потому что удар в карате вот ровный. Да, в боксе в основном корпусом. Насколько вот это сложно. Для меня это было... Привыкнуть, довести до автоматизма нужно на самом деле, потому что прям мышцы помнят, что надо вот так и никак иначе. И нога сразу куда-то идет не туда, где ее не ждет противник. И в целом, ну, конечно, приходится запоминать какие-то вещи и отрабатывать. Именно этим мы вчера и занимались. Примитивнейшую... Прошу прощения у боксеров. Не примитивнейшую, а ведь тебе еще на вторую тренировку идти, да, они же меня там будут ждать. Ну вот точно. Мы же там в душе даже пересекаемся. Поэтому главное, не простейшую двоечку я вчера отрабатывал. Давай посмотрим. Я позволю найти в себе смелость кадры Виталия Константиновича показать в прямом эфире. Я видел, сразу хочу предупредить всех, кто сейчас это увидит. Это пока очень смешно. Я потом научусь красиво, да. Вот, видимо, прямой левый, ну, неплохой. Кстати, я этого тренера знаю, он очень требовательный. Да, это так и есть. Лапой не бьет? А? Лапой не бьет? Бьет обязательно, конечно. А чем-то более тяжелым? Пока нет, пока еще не заслужил. Я вел себя очень прилично и выполнял все его требования. Ну, кстати, каратистский удар может стать твоим коронным, прямой.
я не знаю, что приготовил для меня СОС, поэтому... Какой корона у него. Да, поэтому здесь, конечно, все будет абсолютно непредсказуемо и в виде приятного или же неприятного сюрприза. Ну, давай по срокам примерно сориентируем наших зрителей, когда мы увидим ваш финал. Ну, во-первых, хотелось бы немножечко подготовиться, потому что котлетное состояние все-таки надо привести хотя бы, ну, котлету надо поджарить хотя бы, да, для того, чтобы было все хорошо и бой был интересным. А во-вторых, я думаю, что надо это сделать после Нового года, потому что мы с СОСом оба работаем в каком-то медиапространстве. И, ну, если говорить прямо, наши лица на Новый год уже проданы, поэтому надо их поберечь для зрителей. А уже после Нового года я готов к спаррингу, назовем это так, к бою. Для меня это к бою века, да. Бой будет публичный или просто... Я готов, у меня очень много друзей, которые с удовольствием увидят, как мне набьют морду. Делаем бой публичным. Ну, раз уж мы начали эту рубрику, то давай сделаем ее публичной, чтобы все увидели этот настоящий, живой, яркий, мощный, надеюсь, С меня прямая трансляция в Инстаграм. Я думаю, что мы с СОСом в какой-то момент забудем о том, что мы друзья, и бой на самом деле получится. Вот, хотел спросить, не отразится на ваших взаимоотношениях потом? Это в зависимости от того, кто победит, да. Если СОС победит, то может и не отразиться. Если я... Нет, подожди. Если я побежу, то не отразится. А если СОС победит, ну не знаю. Я, может, и обижусь на всю жизнь. Ну, вот Виталий Константинович сказал, что я, когда предлагал тебя в качестве соперника СОСу, он сначала, ну, не видел же твои данные, потом увидел тебя на этой тренировке и приятно удивился на самом деле, отметив, что, может быть, даже у тебя больше шансов. Давай тотализатор вообще откроем. Да, я тоже, только я хотел попросить сразу. Я хотел предложить тотализатор. Я надеюсь, СОС этого не услышит, но Виталий Константинович сказал именно так. Против СОСа ставить не могу, против Абаевых тем более, у меня муж Абаев. Ну все. Тут дело вот в чем. Я хотел бы попросить, даже если мы откроем тотализатор, чтобы никто, пожалуйста, не продавал газели и не закладывал квартир. Да? Давайте уже научимся на одном неприятном опыте и не будем... Давайте максимум там в размере килограмма мандаринов принимать ставки. А так, насчет шансов моих и СОСа, я скажу, что СОС занимается в зале, в отличие от меня. Я все-таки занимаюсь в прокуренном помещении большую часть жизни. Ну, так, какие-то спортивные для себя... Какую-то спортивную жизнь для себя я открыл в последнее время, но это, конечно, очень несерьезно и любительски. И сейчас мне придется поднапрячься, чтобы догнать СОСа в физическом плане. Так что... Но при этом твое преимущество все-таки то, что ты когда-то занимался именно единоборствами. А СОС последние год-два занимается просто в зале. Получается, вы примерно... Железки. То есть мое преимущество скорость, преимущество СОСа попадание. Если вот, да, он попадет, то мне будет неприятно. Обидно. Ну, в целом, да. В общем, мы желаем тебе успехов, желаем хорошо подготовиться к этому финалу. Будем периодически заглядывать к вам на тренировки, снимать все, что там происходит. Получится... Я к этому подойду очень серьезно, обещаю. Получится, наверное, зрелищно. Спасибо тебе за то, что сегодня был вместе с нами. Мы в вас верим. Счастливо. А теперь самое время всем любителям футбола сделать звук погромче, потому что мы поговорим о бывшем игроке Владикавказской команды, который сегодня играет в датском чемпионате. Сослан Лысенко сегодня гость нашей студии. Вместе с ним я рад видеть моих друзей, руководителя футбольного клуба «Галлон» Антона Мозгового и защитника этой команды Михаила Осипова. Здравствуйте, ребята, проходите, пожалуйста. Добро пожаловать. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну что ж, спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за приглашение, всегда рада. Кто первый раз, кто не первый раз, всегда очень вот позитивно. Сразу, кто не первый раз. Я тоже хотела сказать. И сразу видно, кто Лысенко. Ну рассказывай, как тебе в Дании? Самый интересный переход, наверное, случился за последнее время. Игрок из Осетии попал в датский чемпионат. В Дании отлично, очень. Нравится? Очень нравится, сильно. Языковой барьер все-таки получается преодолевать? Если честно, нет. А как так получилось, что в Дании ты оказался? Ну, так сложились обстоятельства. Что попал в Данию, там играю. Агент постарался? Ну да.
Как называется команда? Вот у меня написано, что Фрегат. Фремат. Фремат Тамагер. Амагер. Долго запоминал название? Нет, быстро. Команда на данный момент находится в середине турнирной таблицы, занимает 6-е место из 12. Теперь по тебе. Коротко, я готовился, собрал всю информацию. Ты можешь играть на позиции, ну, во-первых, ты центральный нападающий, да? Центр-форвард. Можешь играть справа, вингера, под нападающим можешь сыграть. Тебе 18 лет всего лишь, но в команде в Фремат Тамагер ты провел 193 минуты. Да, 193 минуты всего лишь в общей сложности. Как считаешь, чем заслужить доверие тренеров, чтобы выпускали почаще на поле? Если честно так сказать, то надо пахать на тренировке. Стараться, выкладываться, чтобы тренеру ты понравился, как бы. Но ты должен делать все для того, чтобы тренер на тебя смотрел, уделял тебе какое-то время, внимание уделял, ну, обращал на тебя внимание. И так можно заслужить место в составе. Ребят, ну, наверное, вопрос у наших зрителей, что связывает вас с нашим гостем? Давайте отвечу я, да? Да, ну, конечно. Так получилось, что мы все вместе поиграли в футбольном клубе «Галлон». Уж не чужом. Открыли путь. Не чужом. Да, когда уже СОС был довольно-таки известным игроком, перспективным, поиграл в КФК, получилось так, что у него была возможность побегать в любительской лиге, вот, поиграл за «Галлон». Был, конечно, выделялся, естественно, на фоне остальных, потому что любители и профессионалы отличаются. Вот, уже тогда было понятно, что у человека большое будущее. И, конечно, сейчас так нам приятно, что у нас есть такая связь с профессиональным игроком, наверное, с одним из самых талантливых игроков Осетии на данный момент. Я даже не помню, кто был последний игрок из Осетии, кто перешел за границу. Наверное, вспоминает сейчас Яновский или кто-то даже там 90-е годы, да. Вот. И тогда, ну, какая была статистика у Сослана? Наверное, в 10 матчах где-то голов 10 он забил. Около того тогда. То есть в каждом матче забивал. Вот, естественно, его в любительской лиге его опекали по 2-3 человека. Все равно это было сложно. Сос, есть сюрприз для тебя. Готов? Да. Внимание на экран. Всем привет, лысый, мой золотой. И желаю тебе всего самого. Самое главное, без травм. И чтоб побольше выходил. И давай уже, нужны нам голы в новом году, чтобы у тебя все получилось. Я верю в тебя, братишка. Я с тобой всегда, запомни. Вот так вот батя Гурциев тебе пожелал. Что можешь ему в ответ сказать? Батику я желаю огромного здоровья ему, семье. И вот просто, вот, чтобы у него вот в спорте, именно в футболе, чтобы вот чего он хочет именно в футболе, чтобы у него вот все было. Чтобы он вот, ну, ни в чем себе не отказывал, чтобы, как сказать еще? Чтобы все получилось. Все, что задумал, осуществлялось. Скучаешь по тем временам, когда вы играли? По батику, судя по лицу, скучаешь. По батику скучаю. А по родине? И по родине тоже скучаю сильно. А чего тебе больше всего не хватает в Дании? Да не, если честно, родителей. Приезжай туда. Нет. Почему? Не знаю. Ну, теперь вот после нашего посыла ты должен обязательно их пригласить к себе. Конечно. В Дании, кстати, прекрасное Рождество бывает, красивое. Надо в следующем году, ладно, в этом году не успеть, в следующем году обязательно. Обещаю. Ну вот Фремат — это клуб, который является середнячком, да, в дивизионе. Если сравнивать первый дивизион, сразу объясним нашим зрителям, это второй по силе дивизион Дании. Сравнивать Фремат и сравнивать Спартак Владикавказ. Вот примерно по уровню. Ну, ты знал, что этот вопрос будет, так что придется ответить. Какая разница? Большая? Не, если говорить в открытую, то разница, если честно, между Алани и Фрематом большая разница. В чем именно? В чью пользу? Во Фремат, потому что там это европейский клуб, там все быстрее делать, намного быстрее надо думать. Там... То есть футбол другой получается? Да, все другое. Европейский футбол намного быстрее, да, получается, даже в первой лиге. И даже в первой лиге. Ну... Но я не могу не задать глупый вопрос. Вот я ждал что-то. Да, ну кто-то должен это делать. Меня все равно коробит Сослан Лысенко. Имя Сослан кто дал с фамилией? Есть мама дала мне имя. Это очень здорово звучит. У меня есть знакомый Ацамас Акопян. Примерно так. Ребят, когда последний раз вместе с Осом выходили на поле? Вот сейчас я знаю, отпуск, человек приехал сюда,
Играли еще вместе? Это было 2 дня назад. Ух ты. Да. Тебе можно играть вне сезона? Это просто матч был. Ну, для себя. Да, для себя. Да, мы как бы не зовем на какие-то, скажем так, реально конкурентные матчи, чтобы, не дай бог, без травм, а так просто побегать, почему нет, я думаю, всегда за. Все равно, насколько я знаю, тренеры бывают против подобных игр. Ну, если быть тихо, мы не расскажем. Да. Ну да, в прямом эфире мы никому это не расскажем. Вообще никого. Будем надеяться, что они не посмотрят там. А если не посмотрят, то не поймут, о чем мы говорим, поэтому. Сос, самый ценный совет, который тебе дал тренер именно в той команде, в которой ты сейчас находишься? Честно, он мне сказал один совет. Просто надо выкладываться на тренировки, и твое будущее будет таким, каким ты хочешь. Просто надо пахать на тренировках. Без этого никак ничего не добьешься ни в спорте, даже и в жизни ты не добьешься. Если ты в жизни не будешь пахать, то и в жизни ничего не добьешься. Все в жизни только труд решает, по-моему. Ну, раз ты это сам понимаешь, что это уже, я считаю, шаг на пути успеха. Ну, да. По секрету скажу, до эфира общался с Юрием Форзуничем, спросил его про тебя. Ну, довольно хорошо. Хорошего мнения о тебе, считает, что ты довольно перспективный игрок, и при должном подходе все у тебя получится. Но я так думаю, что желаю тебе тоже удачи. Поэтому, ребят, ну, Сос, тебе конкретно удачи, тебе только 18, все впереди. Мы, естественно, будем следить, и болеть, и наблюдать, и надеемся, что все у тебя получится. Мы в следующем году ждем тебя снова в гости, уже, чтобы ты пришел с багажом забитых мячей. Вот. Хорошо. Спасибо, что этим вечером вы были сегодня вместе с нами. Спасибо. Ну и всем нашим Спасибо зрителям. за приглашение. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. До встречи, друзья. Пока. Берегите себя.